Информационная служба нашего телеканала продолжает рубрику «Мы помним», в которой знакомит вас с историей людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня наш корреспондент Афанасий Николаев расскажет о войне с милитаристской Японией. Если белые дьяволы осмелятся высадиться на наших островах, то японский дух идет в свою великую цитадель в Маньчжурию. Такие громкие слова сказал военный министр Японии Хидеки Тадзио. Генерал армии был уверен, что нетронутая Квантунская армия на несокрушимом плацдарме Маньчжурии может продержаться хоть 100 лет. Самураи устраивали провокации и гремели оружием при любом удобном случае по всей советско-китайской границе. Где собирались воевать эти японские лыжники? Войска, специально обученные для действий в условиях жестоких морозов, зимы и снегов. Они собирались вот так, победным маршем, пройти до Байкала и Урала. В это время на другой стороне границы, несмотря на недавнюю великую победу, настроение было предгрозовое, рассказывает фронтовик Александр Силин. 30-летний красноармеец из Якутии, конечно, не мог знать о переброске сил на восток. Но окопное радио не молчало, да и паёк усилили и бдительность повысили. После переброски сил с запада на восток в начале августа по тревоге подняли и полк Александра Семеновича. Переход через Хинган стал серьезным испытанием для Красной армии. Причем, если не обстрелянные, но привычные к жаре бойцы с восточных границ Союза еще как-то справлялись с маршем, то устойчивая сухая жара и приказ «вода только для техники и пулеметов» убили ни одного западного фронтовика, прошедшего от Бреста до Берлина. Причем даже вода таила опасность. Я помню, командиры санчасти и прочее на лошадях верхом прямо чуть не нагайками отгоняли нас от этого, от каких у них было водоемов. Потому что японцы все водоемы заражали, кидали, значит, старались. И нам ни в коем случае не разрешали пользоваться водоемом. Это было очень сложный переход. Поэтому, когда мы перешли Хинган, нашей части присвоили звание Хинганской стрелковой дивизии. Практически сразу после марша часть Александра Силина вступила в бои. Свой первый, самый страшный и трудный Александр Семенович помнит до сих пор. Части Квантунской армии и тут оказывали яростное сопротивление. В горах шли бои. Наступали, и рядом со мной било моего товарища. Я только понял крик. Он закричал и упал. И вы знаете, там какой-то такой наступает момент, ты ничего не боишься. Видать, срабатывает как организм, ты думаешь, что если ты не будешь стрелять, то, по-видимому, тебя будут. Японцы были серьезным противником, не хуже, а в чем-то даже и сильнее немцев. Особо стоит отметить дисциплину, мотивированность и готовность к самопожертвованию. Во многом, благодаря культу самурайского духа, японский солдат был готов скорее умереть, чем нарушить присягу. Чашечка сладкой рисовой водки, и камикадзе пойдут в бой, на смерть, без оглядки. Я видел самурайский дух. Я видел, как самураи делают это дело. И вот один выскочил, я видал, он с винтовки снял штык, а у них штыки не такие, как у нас. У нас колющие, а у них режущие. И самое страшное, умирает очень тяжело. Его корежит, и так корежит, что невозможно смотреть. Меньше чем за 4 недели миллионная Квантунская армия была подчистую разгромлена. Потери японцев: убиты почти 100 тысяч солдат и офицеров. Больше полумиллиона самураев попало в плен. День окончательной победы во Второй мировой войне фронтовик помнит до сих пор. О, это что? Окончательная победа была очень. Ну, видать, там мы не так проводили, конечно, как проводили на Западе.
Ее, по-моему, мы проводили не отдельно, а совместно потом. За 6 лет самый кровопролитный конфликт в истории человечества унес жизни более чем 63 миллионов людей. Уже меньше, чем через 3 месяца, 2 сентября, мы все отметим 70-ю годовщину победы во Второй мировой войне. А через 19 дней после круглой даты фронтовику Александру Семеновичу Силину исполнится уже 101 год.